Добрый вечер. А теперь о главном. Вчера президент Садыр Джапаров встретился с журналистами, в том числе и с Нурдином Мутуевым из ОТРК. Одним из главных был вопрос о государственных границах. Многие критикуют председателя ГКНБ Камчабека Ташиева и обвиняют его в том, что он передает кыргызские земли соседним государствам. Организуются даже протесты. Но здесь главное – решить проблему раз и навсегда и закрыть вопрос. Безопасность и целостность государства начинается с границ, поэтому мы, придя к власти, решили укрепить границы, уточнить и обезопасить их. Это ведь безопасность в будущем. Мы сейчас пытаемся решить эти вопросы и закрыть проблему. Когда все спорные вопросы будут согласованы и решены, а на границах будут установлены пограничные столбы, только после этого можно сказать, что безопасность государства обеспечена. Если тянуть с проблемой границ, ползучая экспансия будет продолжаться, как это было на протяжении всех 30 лет независимости. И через 5 или 10 лет ситуация будет еще хуже, чем сейчас. Обычно вопросы границы решаются за закрытыми дверями, но власти сознательно идут на раскрытие предварительной информации, чтобы не было, как, например, с Китаем или Казахстаном. Якобы продали Үзенгуш и Каркыру. Местные жители некоторых районов выступают против, говорят, что не отдадут свои земли, что неправильно получилось. Поэтому мы включим в комиссии представителей местных сообществ. Мы не хотим повторять ошибки прежних властей. Мы хотим действовать открыто, чтобы народ все видел. И только когда все вопросы будут решены, только тогда протягивать проволоку. Обычно такие вопросы решаются закрыто, но мы считаемся с мнением народа. Мимоходом Садыр Джапаров похвалил министра здравоохранения, который опростоволосился с иссыкульским корнем, сообщив, что он вернул украденные во время прошлогодней пандемии деньги, за счет чего и удалось поднять зарплаты медикам. Журналисты спросили и про тарифы на электроэнергию, планы по которым Минэнерго вынесла на общественное обсуждение до конца августа, а также лимиты потребления. В бедных семьях горят всего 1-2 лампочки на весь дом, а у богатых есть целые рынки, огромные особняки, даже дворцы. У них горят 1000 лампочек, у них имеются гигантские люстры. Это же несправедливо будет, если для всех установить одинаковые тарифы или лимиты. Одни сидят на хлебе и воде, а богатые получают за счет этого и большие выгоды. Поэтому мы решили этот вопрос решить, обратить на эти вещи внимание, в конце-то концов. В обществе широко обсуждается вопрос открытия на Иссыкуле и в Баткене казино для иностранных туристов. Президент считает, что их надо открывать не только в этих двух областях, но и везде. Только должен быть жесткий контроль и суровое наказание. Граждане Кыргызстана не должны их посещать, а тем, кто хочет открыть и обслуживать казино, будет выставлено условие построить для них 5-звездочные отели. Я попросил, чтобы этот закон внесли дополнение, чтобы гражданам Кыргызстана было категорически запрещено переступать пороги казино. Эти казино должны быть открыты только для иностранцев, только для туристов. Другие говорят, что закон принимают в месяц Рамазан. Что это? Харам. Но это пустые слова. Вот у нас на каждом углу продают водку, а государство собирает с продажи водки налоги. Разве это не харам? Садыр Джапаров заверил в интервью, что не допустит семейного или другого кланового правления, что каждое свое решение или поступок он соизмеряет с интересами государства и нации и никаких личных интересов не преследует. Проблема только в том, что все предыдущие президенты и премьеры тоже так же говорили, но одни из них сейчас в бегах, другие на нарах. Пока прошло не так много времени, так что остается нам только верить.
Әрбір ишеніп доушын берген Я не адам обману и не жер заставлю за меня стыдиться ни одного человека, который поверил мне и проголосовал за меня. Ни через 5, ни через 10 лет никому за меня не будет стыдно. Ни за одно мое дело, ни в экономике, ни по вопросам границ. Какое бы решение я ни принял, оно будет в интересах народа и государства. Я ничего не буду делать в своих личных интересах. жасалайм. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Аеб. Всего вам хорошего и до свидания.